Жители поселков, которые знали, что они больны туберкулезом, не приходили на рентген. Они даже убегали от нас. Саид Ислом не врач-фтизиатр, он дантист. Однако именно благодаря его усилиям около 4 лет назад были подавлены несколько вспышек туберкулеза в районе Хамадони Хатлонской области, с которыми никто не мог справиться. Местные жители просто не хотели лечиться и скрывали, что болели. Саид Ислом нашел выход. Зараженным и тем, кто соглашался принимать препараты, он выдавал гуманитарную помощь. Во второй раз, когда мы проводили в кишлаках проверки на туберкулез, мы привезли одного быка, раздавали людям мясо, привезли другую еду, предметы гигиены и одежду. Благодаря этому больные сами стали вставать в очередь. Деньги на помощь ему давали более зажиточные жители поселков, где свирепствовала палочка Коха. Но большую часть суммы он накопил сам, откладывая зарплаты. Крупные вспышки заболевания были ликвидированы, но Саид Ислом продолжает борьбу и сегодня. Я уже 27 лет практикующий дантист, и 5 лет назад я создал НПО «Бабуна» для борьбы с туберкулезом. В основном организация финансируется с моего заработка. За 5 последних лет туберкулезом в его районе переболели более 1000 человек, и сотни погибли. Поэтому новые поправки в закон, обязывающие проходить полный курс лечения, Саид Ислом считает спасением. Мой брат приехал с туберкулезом из армии. Мы тогда не знали, чем он болел. Так как он не лечился, заболели и умерли все в семье. Я лечилась 6 месяцев, прошла полный курс. Сейчас анализы показывают, что у меня нет палочки Коха. У Ашурой Амиркуловой от туберкулеза умерли брат, мать и младшая сестра. Сама она выжила и сегодня учится на медсестру. Хочет в будущем помогать больным туберкулезом и считает, что таких людей нужно лечить насильно, иначе могут заразить большое количество окружающих. Наш центр был построен в 70-м году. С тех пор он не ремонтировался. Если мы найдем доноров, отремонтируем больницу. Хотя центр и соответствует санитарным нормам, зимой он практически обесточен. Многих больных туберкулезом отпугивают условия содержания в медцентре района Хамадони. После принятия этих поправок, по прогнозам специалистов, в ближайшем будущем удастся снизить заболеваемость туберкулезом на 5-10%. Не теряя времени, больных можно будет оградить от родственников, входящих в группу риска. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.